ОСО «Агропродукт Азия» с 2015 года занималась хранением и экспортом фруктов и овощей. Спустя 3 года компания занялась садоводством по итальянской технологии. Половина вложенных средств – это займ РСК банка в размере более 120 миллионов сомов. Предприятие помимо садов имеет свой цех по мойке и хранению овощей. Объемов производства у нас гектара ожидается на первый год от 12 до 18 тонн, в среднем это 15-16 тонн с гектара. Основные рынки экспорта это у нас Россия. У нас имеются договора с такими крупными сетями, как Мария, Ра, X5, Лента, Магнит, и тому подобное. Следующий объект – завод по консервации огурцов и помидоров «Дар земли». Мощность производства 15 тонн в сутки. В эти дни на предприятии трудятся 40 человек. В планах увеличение рабочих мест как минимум наполовину. Персонал преимущественно местные жители. Завод открыт при финансовой помощи Российско-Кыргызского фонда развития в размере 835 тысяч долларов. Я получаю 16 тысяч сомов. Меня полностью устраивает. Для женщин нашего района, я считаю, неплохой заработок. Для нас главное, чтобы предприятие работало стабильно. Сегодня государство ведет работу по привлечению новых технологий для развития сельского хозяйства. Да и сами фермеры не сидят сложа руки. Правительство, видя старания предпринимателей, их энтузиазм, готово их поддержать. Для того, чтобы помочь новаторам в осуществлении своих идей, их успешного продолжения, нами открываются новые финансовые линии, задействованы отечественные банки и другие международные организации. Прежде необходимо создать им все условия. Вопрос также поднимается касательно налоговых преференций. Далее премьер ознакомился с ходом строительства дороги Бишкек-Карабалта. Реконструкция трассы начата в 2017 году китайской компанией. Планируется завершить строительство к осени 2020 года. В первую очередь нужно обратить внимание на качество. Скоро мы получим добротную дорогу. Мы учитываем обращение граждан о неудобствах. Тому причиной задержки были внесены некоторые коррективы. Был заменен менеджер. Сразу же ощутили результат. Работа стала идти быстрее. Мы планируем завершить реконструкцию к ноябрю будущего года. Напомним, реконструкция дороги Бишкек-Карабалта протяженностью чуть более 45 километров является одной из 6 приоритетных задач в части улучшения дорожной сети страны. Улан Касенов, Тимур Садгалиев, Алато 24.